посетивших занятия. В этом году Хайдару Бегичеву исполнилось бы 65 лет. Певца любили за неповторимый стиль исполнения. По силе звучания, полноте диапазона и красоте тембра его голоса Хайдара Бегичева можно поставить в один ряд с певцами мирового уровня. И вот в Казани открылся его музей. Эльмира Шаймарданова продолжит. Талант с большой буквы Хайдар Бегичев пленял слушателей с первых минут. Обаятельный, но удивительно ранимый. Его роли вошли в историю оперного искусства. И вот Джалиль или Герман из «Пиковой дамы» до сих пор являются образцом исполнения и предметом восхищения. Сегодня молодежь учится на его записях. Имя Хайдара Бегичева не забыто. До сих пор с небольшой экспозицией, рассказывающей о таланте певца, можно было познакомиться только в Театре оперы и балета. На днях открылся музей певца и в 174-й школе Казани. Здесь расположены личные часы. То есть мне кажется, он любил смотреть на время. Он был таким точным, пунктуальным, поэтому в каждой комнате у него стояли часы. Хайдар Бегичев обладал лирико-драматическим тенором, был ярким и незабываемым исполнителем. Друзья его называли «трудолюбивый фанатик». Мы поставили перед собой цель создать именно такой музей, потому что мы гордимся именем Бегичева. Наша улица носит его имя. Мы находимся на этой улице. Его путь в искусстве не был прост. К моменту поступления в Казанскую консерваторию Бегичев – взрослый человек, профессия которого была далека от искусства. Он опоздал. Экзамены в консерваторию уже завершились, но ректор Назип Жиганов сделал исключение. И, как показало время, оказался прав. Многие композиторы создавали свои песни, рассчитывая, что первым исполнителем будет именно Хайдар Бегичев. Эльмира Шаймарданова, Лилия Мельдубаева, ТНВ, Казань. Казанцам